Это актуальное интервью. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Малой академии наук Якутии завершился ежегодный республиканский форум «Будущие интеллектуальные лидеры». Отметим, что Малая академия наук является площадкой регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей, созданного при поддержке главы Айсена Николаева по модели образовательного центра «Сириус» города Сочи. О республиканском форуме и работе регионального центра расскажет гость в студии Василий Павлов, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Василий Климович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, как сегодня работает региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей, что наработано за последние годы? Да, работает очень интенсивно. У нас 4 разных направления. Это спорт, наука, искусство и также креативная индустрия. 15 тысяч детей проходят по всем нашим основным направлениям. Это очень много. Ну и в основном наша работа заключается в 200 примерно наших мероприятиях и также профильных сменах, в которых дети участвуют очень активно. И при этом у нас постоянно идет очень интересные сетевые проекты, которые проходят в течение года, дает очень много интенсива для детей, которые интересуются научной проектной деятельностью. Как прошел ежегодный республиканский форум «Будущие интеллектуальные лидеры»? Вот каким образом школьники получают право стать участниками данной конференции? Да, это действительно форум. Как мы знаем, форум из латинского языка означает место встречи, где люди обмениваются идеями, новые знания, они познают что-то другое, новое у своих сровесников. И наше мероприятие уже 8-й раз проводится. Большие, значит, имеется в виду будущие интеллектуальные лидеры. Это такое мероприятие, которое на самом-то деле это праздник тех достижений ребят, которые становятся членами нашей академии. Их всего 200. Каждый год примерно мы получаем 290-500 заявлений, чтобы стать нашими членами нашей академии. Это член корами и действительными членами. Значит, 200 – это 100 у нас академиков и 100 член-корреспондентов. Получается, что 29 у нас принимают муниципалитетов, 117 школ. Всего, как я уже сказал, дети принимают участие активно с 1 класса по 11. В этом году очень интересно. У нас есть член-корреспондент, 4-классник и девочка-академик, 5-классница из Нерюнгри. То есть это очень такой активный открытый конкурс, который у нас проходится по баллам, которые зарабатывают дети. Все могут принять участие. Буквально у нас, значит, все это открыто, оценивается по достижениям, по участию в различных мероприятиях, которые входят в перечень Министерства просвещения, и также по достижениям в олимпиадной деятельности. Василий Климович, расскажите о статусе действительных членов и членов-корреспондентов в Малой академии наук. Вот каким образом школьники получают такой статус и что этот статус им дает? Ну, как я уже сказал, это открытый конкурс. Он очень, очевидно, транспарентный. Мы это все видим. По баллам дети оцениваются и автоматически практически становятся член-корреспондентами 100 лучших. И дальнейшие 100 – это уже у нас, получается, сами действительные члены, которые получают максимальные рейтинговые баллы. Ребята, это на самом-то деле очень серьезное такое достижение, потому что участники активно сами потом в течение года доказывают свою деятельность. Они активно участвуют в различных мероприятиях школьных, по республиканским, пропагандируют науку. Фактически это на самом-то деле очень большое такое обязательство для наших юных участников стать членами такого сообщества исследователей, и это очень важно. Ну, Малая академия наук в Якутии работает не первый год. Скажите, пожалуйста, вот те школьники, которые, да, являются, например, членами-корреспондентами Малой академии наук, да, или членами Малой академии наук, в будущем все ли посвящают себя науке? Да. Уже, как я уже сказал, мы провели данное мероприятие уже 8-й раз. Соответственно, у нас уже академики, которые прошли образование, да, так сказать, получили высшее образование, стали уже, значит, научными сотрудниками различных институтов и научных учреждений. Среди них есть очень такие известные и звезды. Например, ребята, которые работают в уникальных областях. Это кибербезопасность, очень важна для нашей страны сейчас. Также есть ребята, которые работают
работает. Например, есть такие ребята, которые сделали исследования по так называемым пульсовым радиолокационным методам, да, так сказать, это так называемые планарные аппроксимации. И у нас есть ребята, которые как раз их работа уже, значит, помогает защите нашей страны, что очень важно. Фактически это вот современные методы радарных технологий и прочее. И кроме того, нанотехнологии, информационные технологии по всем направлениям якутские наши академики юные показывают себя. Ну и в будущем, наверное, наверняка тоже себя еще проявят. А вот какие дельные предложения внесли ребята вот в рамках обсуждения встреч нынешней конференции? Да, форум очень интересный, потому что в этот раз ребята участвовали в так называемых социальных проектах. То есть их предложения по поводу того, каким образом улучшить жизнь нашей республики, что еще можно предложить. Это были так называемые очень интересные социальные проекты, которые как раз были совместно с нашим университетом, да, со студентами Северо-Восточного федерального университета проведены. И очень дельные такие предложения были. Особенно очень важно сказать, например, у нас такой юный академик, очень известный Даниил Зеленский, он предложил, что надо организовывать очень много выставок, обычно мобильных даже, да, так сказать, в юге Якутии. Очень важно, потому что он считает, что нам нужно знать, особенно молодежи, что из себя представляет наша республика, какие были герои, примечательные события. И очень важно, чтобы наш краеведческий музей или музеи совершали передвижные выставки в юге Якутии. Ну вот что касается арктической зоны, если активные ребята из Арктики, Да. которые являются членами, может, Академии наук, демонстрируют Естественно. свои знания и свои проекты. Да, естественно. Дело в том, что у нас же территория огромная. И сейчас ребята работают по таким интересным направлениям. Например, так называемое дистанционное зондирование Земли, использование данных с наших спутников, да, которые окружают и летают вокруг нас. Да, так сказать. И самое интересное, дети из арктических регионов активно принимают участие во всех этих проектах, мероприятиях, связанными с фундаментальными вопросами быстрого изменения климата, то, что и касается их родного края, да, и их предложения становятся очень важными, дельными. Я думаю, что в дальнейшем они смогут сказать свое слово в развитии своего региона, особенно арктической зоны нашей республики. А вот что из предложений вот по Арктике, вы уже сказали, по Южной Якутии, вот идеи школьников имеет перспективу войти и пригодиться вот в жизни нашего региона? Да, наш регион действительно, он очень продвинут, особенно в области IT-технологий. И сейчас мы живем как раз в революции так называемой цифрового перехода. И наши дети предлагают очень интересные проекты, приложения, которые могут быть применены сейчас. И прямо наши ребята участвуют в проектах, которые им предлагаются. И они уже дают нам такие результаты. Например, очень интересные платформы, которые мы уже сами используем для того, чтобы привлечь других юных исследователей, также для научных исследований. У нас есть очень хорошая поддержка со стороны Целевого фонда «Будущее поколение», которая нам как раз работает с нашими школьниками, с нашими юными академиками по проектам реализации и внедрения их работ в повседневную жизнь нашей республики, особенно что касается IT-технологий. Как вы видите в дальнейшем работу с действительными членами Малой академии наук, вот, чтобы они стремились сделать свой вклад в развитие науки? Да. Дело в том, что наши юные исследователи, после того, как завершили свое школьное образование, они поступают в очень известные высшие учебные заведения нашей страны. Это ИТМО, это Санкт-Петербургский университет, Московский госуниверситет, Бауманка, МФТИ. Мы постоянно с ними держим связь, постоянно привлекаем их для различных наших мероприятий, для работы со школьниками. То есть они вовлечены в круг тех интересов, которые как раз наша молодежь и особенно научная общественность и сообщество открыто работает, и поэтому у них есть свои интересы и также предложения, которые могут быть применены, и поэтому работа эта постоянно действующая, связь с ними, с ребятами, которые у нас уже стали нашими академиками, и в дальнейшем они могут уже принять активное участие, приехать сюда и работать во благо нашей республики. Поговорим в целом о деятельности Малой академии наук. Вы сказали о том, что в принципе включает около 300 мероприятий. Может быть, опишите, какие у нас грядущие мероприятия? Да, как у нас могут себя показать ребята в ближайшее время? Каждый год мы сейчас активно проводим вместе с нашим значит, федеральным, да, так сказать, центром, который называется образовательный центр «Сириус», образовательного фонда «Талант и успех». Это значит, научное лето, это сетевой проект, очень интересный, потому что он сейчас вовлекает сотни детей,
и ребята работают с экспертами в течение всего года. Мы таким образом смогли расширить нашу географию и горизонты исследовательских проектов. Сейчас очень активно в этом участвуют юные исследователи из Мирного, с Южной Якутии, это очень хорошо, и с арктических улусов. Поэтому наши проекты сейчас очень усилили, особенно наше флагманское мероприятие, которое называется «Шаг в будущее». Это наше основное мероприятие, и поэтому мы сейчас представляем по всей, так сказать, России очень интересные проекты, получаем самые лучшие, как говорится, места, лауреатами становимся. И что самое главное, в больших вызовах, это большое мероприятие федеральное, которое проводится образовательным центром «Сириус», наши ребята всегда являются и победителями, призерами, и показывают то, что якутские дети самые продвинутые в области проектной и научно-исследовательской деятельности. Ну, а если говорить о взаимодействии международном, есть ли здесь какие-то достижения, может быть, или планы? Мы начали нашу международную деятельность в 2017 году. Тогда, значит, наш первый академик, да, Артемий Козлов, поехал в свою первую международную поездку. Она была сопряжена очень такими сложностями в то время, да, так сказать, из-за погодных условий мы не смогли вылететь из Якутска. И я тогда предложил юному Артемию, да, так сказать, что, видимо, первый блин с кома мы, может, не поедем. Тогда он сказал: да, вы знаете, что меня собирала вся деревня. Он как раз из Моксоколлоха, да, Хангласского улуса, да, так сказать, представляет собой очень известную семью, ямшивскую, да, так сказать, и он занимался очень интересной темой. И мы полетели все равно, да, так сказать, и в конце концов он там показал, получил золотую медаль, показал себя, свою научную исследовательскую деятельность. Сейчас он является уже научным сотрудником, работает активно в области нанотехнологий. То есть наши ребята, да, так сказать, имеют такие интересные, значит, и траектории образовательные, да, так сказать, и участвуя в различных международных мероприятиях, могут в дальнейшем расширить себя, свои познания, да, так сказать, и это им очень помогает в дальнейшей научной карьере. Ну вот расскажите, как можно попасть на это летнее мероприятие, что для этого нужно сделать? Это очень просто. Дело в том, что все это мы выкладываем на нашем сайте. Сайт называется «Ленский край». Ребята, пожалуйста, примите участие, да, так сказать, откройте наш сайт, посмотрите, какие условия как раз участия. Участие очень демократическое. Вы можете просто все подать заявление. Самое важное, что нужно в науке, это постоянство. Не важно, что вы что знаете, важно то, что вы умеете работать, интересоваться. Ваше любопытство – это самый ваш сильный инструмент, который в дальнейшем может раскрыть ваш потенциал. И поэтому не бойтесь, да, так сказать, у нас самые, как говорится, отчаянные троечники становятся победителями и учатся в самых лучших университетах нашей страны. Это действительно так, потому что у людей бывают золотые руки, но не везде они могут себя показать. Но то, что делает наша академия, Малая академия, это дает ребятам такую возможность, что вы своими руками можете создать такие инженерные проекты, которые удивят всех. Потому что у вас у всех таланты, да, и я считаю, что это действительно так, особенно в Якутии, в стране людей, которые сильны и богаты своими талантами, да, так сказать, и это мы можем показать. Ну что, Василий Климович, мы готовы удивляться, конечно, ждем побольше интересных проектов. Спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо будущего нашей республики. Спасибо огромное. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.